Всем привет! Сегодня у нас начинается еще одна такая увлекательный челлендж. Давайте тогда начнем. Так, демонстрация экрана. С сегодняшнего дня мы хотим устроить такой челлендж, Summer Challenge называется. Так, давайте. Где вообще мы хотели... Это будет курс, Bootcamp, Web Development Bootcamp, и курс находится на платформе Udemy. Прежде чем мы расскажем, что такое Udemy, да? Udemy — это академия от слова U и Academy. Это называется, ты сама изучаешь что-то, и ты и академия. Это такая целая коллекция онлайн-курсов, где можно найти все. Например, те же такие банальные вещи, как садовство, не знаю, всякие вещи, и до продвинутых вещей, например, machine learning, AI, все такое, да. Это очень популярная платформа, где сотни людей проходят каждый день разные курсы, и там же очень много курсов, очень таких хороших профессоров, да. Так, мне кажется, цифры сами себе говорят, да, 150 тысяч онлайн-курсов и 50 миллионов учащихся по всему миру, а также там доступно более 50 языков обучения. На сегодняшний день Udemy такая очень крупная, скажем, самая крупная платформа для онлайн-обучения в мире. Тем более во время пандемии, мне кажется, очень многие поняли, насколько она большая. Еще в Udemy обычно обучают не только курсам, но и навыкам, например, усидчивость, как и внимательность и самообучение, да? Так. На Udemy можно найти все. Можно посмотреть там по рейтингу информацию о преподавателе и информацию о курсе, сколько там человек прошли, сколько там оценки, да. Все можно найти, и исходя из критериев можете выбрать для себя удобный вариант. Тут можно еще оставить разные отзывы, и вы можете также посмотреть по отзывам. Вы можете сразу проходить несколько курсов, и можете еще сортировать по рейтингу, можете еще, там есть бесплатные, платные, да, постоянные скидки, скажем. Все это помогает делать обучение доступным. Курс, который мы хотим вам предложить, как Summer Challenge, это курс Angel U, Web Development Bootcamp. Тут все записи будут доступны, и вы можете проходить его в своем темпе. Будут доступны еще также субтитры. Это онлайн-курс Angel U, еще одного профессионального инструктора учебной школы. Он достаточно хорошо охватывает HTML, CSS, JavaScript, затем там переходит к Bootstrap, jQuery, Node.js, Express.js, Database, там SQL, MongoDB, Mongoose, еще backend, да, Git, GitHub, API, все то, что нужно веб-разработчику, он полностью охватывает. Если скажем пару слов о Angel U, доктор Angel U, разработчик и ведущий инструктор, разработчик со страстью к преподаванию, международный спикер, обучает более 1 миллион человек программированию. Еще она занималась программированием с 12 лет. Ведущий инструктор Лондона Приверы, ведущего лондонской учебной школы по программированию. У нее очень много курсов по веб-девелопменту, по Flutter, есть по iOS, а также по Python. Ее курсы всегда в лидере продаж, потому что очень хорошо объясняет, все доступно на доступном языке. Она отличается тем, что многие вещи может рассказать на простом языке.
рейтинги, а также отзывы студентов и сколько студентов прошли за все это время, показывает ее профессионализм. Да? Для участия в нашем Summer Challenge опыт программирования не требуется, но учит вас всему, что вам нужно знать, компьютер или ноутбук с хорошим доступом в интернет, потому что это будут записи, да. Платное программирование обеспечения не требуется, все веб-сайты будут созданы с помощью VS Code. VS Code, как вы знаете, бесплатный, да. Необходимые приложения — это CodePen, Chrome и также Notion, который, мне кажется, со всеми этими приложениями мы уже знакомы. Правила для изучения кода. Обмани свой мозг с помощью правил 20 минут. Каждый день по 20 минут, и вы уже можете достичь каких-то результатов. Да? Например, сегодня 20 минут, завтра 40 минут, или же сегодня 20 минут, завтра 30 минут. Кодирую для целей, для конкретного проекта. Обучение будет на основе проектов, и с таким подходом вы научитесь многому. Не существует идеального языка для изучения, понимать, что вы пишете. Еще это нормально не знать, потому что мы все учимся, да? Будьте подражателем, будьте подотчетны кому-то, показывать свою работу для проверки, потому что то, что вы не видите, да, то, что вы не видели во время написания вашего кода, может видеть кто-то другой, и это гораздо облегчит вашу работу. Время от времени отвлекаться от кода, например, можете использовать технику помодоро, да? 25 минут там покодить, 5 минут еще поотдыхать, там походить по, не знаю, там по комнате или же по дому, да, или же погулять, но только не играть в телефоне, да. А еще найдите наставника, попробуйте парное программирование. Например, в команде работать это очень хорошо, когда вы новички, да, потому что вы будете помогать друг другу и также поддерживать. Научиться методу хлебных крошек, также уметь взламывать чужой код. Как получить максимум от курса? У нас тут есть Node template. Вы можете сюда каждый, например, если у нас будет introduction.html, да, скажем, и вы пишете сюда keywords, а также notes, какие, не знаю, важные моменты на курсе, а также то, что вы не поняли, например, какие-то у вас вопросы появились, и вы сразу же записываете его, а потом будете вместе изучать, что да как, да. Так. Как получить максимум от курса? Постоянно практиковаться, не лениться, потому что лень всегда мешает, да, нам не пропускать модули, потому что если вы пропустите один модуль, то будет очень сложно. Не понимать — это нормально, опять же, да, и правильно гуглить — это основное требование, мне кажется, и борьба — это полезно. Здесь борьба идет с самим собой, с вашим мозгом, скажем, да. Вводное видео — это 3 минуты, а также introduction.html. Тут есть 9 лекций, продолжительность час 20 минут примерно, да. Тут разбирается тема как introduction to HTML, анатомия HTML тегов. Потом вы строите свой персональный сайт, тексты в HTML, листы, там, images, так, изображения, да, линки, и все это будет подробно охватываться на курсе. А также есть еще другие разделы, где можно будет также подробно, где будет разбираться также подробно все другие темы. Так, всем спасибо за внимание, приятного просмотра. Спасибо. Проигрывать мы не будем. Друзья, давайте теперь я вкратце добавлю, о чем этот курс. Это получается курс, это full stack. Наверное, с этим понятием вы уже знакомы. Он охватывает фронт-энд, клиентскую часть и серверную часть, бэк-энд. Он состоит из 35 секций, в
каждой секции есть несколько лекций, также между ними есть челленджи и так далее. Более подробно о силабусе мы вам загрузим. Сейчас, Аруке, может, наверное, тебе будет легче продемонстрировать на компьютере, а то мне на телефоне он такой малюсенький получится, да? Notion откроешь, Summer Challenge, и мы там быстро по нему пройдемся. Смотрите, друзья, курс покупать вам не требуется. Мы его уже купили, и на данный момент находимся на 4-й секции в проекте Келичек. Это командное обучение и командное участие. Вам на этой неделе надо будет просто разделиться на команды, попробовать самим сколлаборироваться, там желательно не больше 5 человек. Остальные нюансы мы вам сейчас объясним. Первую секцию, она довольно легкая, 2-я, 3-я секция посвящена HTML, 4-я, 5-я секция посвящена CSS, и там и дальше больше идет. Мы сейчас сопоставили этот план обучения с нашим. Дело в том, что мы за свои полгода не можем, я вам как много раз до этого говорил, мы не можем охватить все эти темы, которые на сегодняшний день весьма актуальны. То, что мы вам предлагаем, это своего рода челлендж, который рассчитан, когда вы будете заниматься практикой. То есть по вторникам, четвергам, например, самостоятельно этим заниматься и по субботам уже подводить итоги. Мы предлагаем вам охватывать по одной секции раз в неделю, да, то есть один раз в неделю одну секцию охватывать. В Notion уже как бы вся информация составлена. Вот здесь есть шаблон, вот можешь там по каждому пройтись? Ну, Club Mission – это классика, да, скажем так, откроешь. Да, мы здесь просто там как бы каждая команда может себе свою миссию сама выставить. Так, давайте дальше. Второе, вот здесь мы зарегистрируем команды. Сейчас мы вам просто хотим показать на примере уже пройденных моментов, как это все происходит. Можешь нижнюю открыть? Team Registration. Нет, до середины. Мы же уже здесь убрали, да? Ну вот, смотрите, то есть команда каким образом формируется? Вот у вас, например, есть 5 человек, вы дублируете этот шаблон себе, и потом отправляете нам ссылку в Notion, и мы уже на общей странице, где Team Registration, просто пропишем вас, да? Вкратце это так. Можешь назад вернуться к Summer Challenge? Также оценку мы вам уже гораздо позже объясним. Вот здесь есть ресурсы и материалы, то есть для каждой секции Angela Yu дает ресурсы, да? Вот, например, 2-ю и 3-ю откроем. Она дает дополнительные ресурсы для углубления темы. По сути, у нее ничего такого сложного. Ее курсы одни из самых популярных. Она вот преподавала программирование, допустим, сотрудникам Твиттера, Гугла, да, сама с 12 лет, как Аруке говорит. Ее программа Full Stack, не знаю, при хорошей интенсивной подготовке, там кто-то за 3 месяца проходит, кто-то за полгода, кто-то за 9 месяцев проходит. Мы хотим, чтобы вы на сегодняшний день, вы сами знаете, что эта неделя у вас последняя, именно первого месяца, то есть вот вчера у вас было занятие по CSS, еще 2 занятия, вот как бы уже целый 1 месяц мы с вами завершили. И остальные месяцы мы хотели бы, чтобы вы уже практиковались именно командно, использовали всю гибкую методологию, по ней мы отдельно пройдемся, и чтобы вам было интересно, и это было в скоростном режиме, это вот именно предполагает командное обучение, да, то есть именно команда это все делает. На каждую секцию будут даваться определенные таски, то есть задачи с определенными дедлайнами, потом по параметрам, по которым мы оцениваем, то есть сделаем такое маленькое соревнование между команд, да, в районе, то есть в разделе тасков мы будем вам выставлять задания. Что касается секций, я вам сказал, это интенсивность раз в неделю, надо будет секцию закрывать, друзья. Сейчас уже здесь загружено, вот Аруке, получается, каждую ее видео записывает на Zoom и отдельно в плейлист на YouTube загружает. Там, в принципе, на английском языке идет, и я думаю, что половина группы здесь английский, по-моему, хорошо понимает, да? Это вас подготовит вообще вот по слуховому, то есть вы будете слушать, как там на английском все это делается, все это пишется, это вам очень сильно поможет. Что касается его стека, ее стека, который она охватывает, вы можете очень легко это сравнить, сопоставить, зайти там на любые разделы вакансий, даже на нашем сайте там есть телеграм-каналы по СНГ, и по миру, и по Кыргызстану, и все те, которые стеки она охватывает, вы можете там, а просто очень часто вы увидите, что именно такие требования на сегодняшний день разработчикам делаются. Что касается бэкэнд части, друзья,
смотрите сами. Но фронт-энд часть, по-моему, она где-то половина, да, секций, там сколько, 20 или 25 секций, или даже чуть меньше, где-то в районе 20 секций посвящено фронт-энду, и потом уже половина всей ее секций относится к бэк-энду. Мы уверены, что вы получите хороший стек, хорошие знания, будете командно уже конкретно предметно соревноваться, то есть уже есть определенная программа, план обучения, и вам будет интересно, и самое главное, это будет полезно. Это те стеки, которые вы в будущем, даже если бы вы любой курс или наш закончили, пошли бы на стажировку и работали бы, вам эти вещи все равно пришлось бы изучать, да, если бы вы хотели быть, то есть хотели, чтобы ваши технические навыки, они были актуальными, то есть вот этот Express, там Node.js, Mongo, Mongoose, реляционные, нереляционные базы, там SQL, NoSQL, это все вам пригодится. Если вы хорошо будете стараться, возможно, вот как бы по ее пониманию, то есть тот, кто завершает ее курс, может называться full-stack разработчиком, проще говоря так, да? Это не просто там junior, а вы уже полностью предметно понимаете, как работать с базами данных, как работать с API-шками, как работать там с back-end частью и так далее, и так далее. Так что наше предложение, друзья, такое по практической части. Давайте, в принципе, вот вкратце и так. Здесь вот силабус есть, можешь открыть? Вот у нее силабус есть, он по секциям не разделен, на руке вам потом пропишет. Вот здесь вы можете посмотреть. Вот первая секция, она посвящена просто фундамент основам веб-девелопмент. Вы это проходили, то есть как работает интернет, как выглядят сайты, там, 3, 10, там, ничего такого сложного. И уже со второй секции, вторая, третья секция, она посвящена HTML5, как вы здесь видите. Она здесь вот расписала, что вы будете проходить и что вы сможете делать. Далее уже CSS3 идет. Прокрутите, пожалуйста, руки. Далее вот Bootstrap 4, потом JavaScript непосредственно. Еще ниже, пожалуйста. Вот DOM вы будете проходить, jQuery, само собой. Потом Unix, ну это командную строку Unix, GitHub. И вот здесь уже backend development у нее начинается. Вот Node.js это что хорошо, что вы JavaScript изучаете на одном языке. Вы можете и серверную часть тоже подтянуть. Может, в будущем кто-то из вас захочет все же на бэкэнд переквалифицироваться, да. Express.js и так далее, это фреймворки по бэкэнду, да. Потом API-шки тут, вот, Express.js, это очень такие актуальные стеки, то есть если вы их хорошо освоите, ваша стоимость будет увеличена в разы, друзья. Ну и SQL это вот по database, потом есть NoSQL. SQL это реляционная, NoSQL это нереляционная база данных. Mongoose тоже это один из фреймворков, как работать с базами данных. Deployment, ну такие вещи вам, наверное, уже Бермет рассказывала, что такое deployment, что такое это, третье, что такое Spring, там, допустим, что такое бэклоги и так далее, да. И вот здесь уже вы, как вы сами видите, вот REST IP-шки пройдете, аутентификацию и security пройдете, и уже дойдете до React непосредственно. Плюс JavaScript ES6 – это самый последний стандарт по JavaScript, да. Так что половина вещей вы бы так и так с нами прошли. Вот остальную часть мы вам предлагаем пройти по ее курсу. Как я ранее сказал, покупать ничего не надо. Мы вам все записи по секциям загрузим. Они... Можешь показать записи, как выглядят? Вот, например, если HTML-секцию открыть, вот здесь указано, да, в каждой секции, что надо проходить, и вот по руке вот таким образом, помимо YouTube, она еще аудиочасть прогружает. Теперь последнее, вот эти последние 3 раздела в Summer Challenge пробежимся по-быстренькому. Где? Там Help Center, что там еще было? Так. Да, здесь общее описание курса, друзья. Можешь отсюда выйти? Вот. Тут вот. есть расписание, да, расписание курса, друзья. Есть такой help-центр, то есть вы по каждой секции можете вести дискуссию здесь. Например, секция 1.2, Introduction to HTML, там вы можете оставлять комментарии, не в Дискорде самом это. Ну, если вам будет удобно в Дискорде, друзья, можете там
Просто в Discord мы, скажем так, основную программу проходим, а здесь непосредственно Notion, если у вас какие-то сложности возникают, можете здесь запрашивать под каждой секцией, заходить в комментарии, вопросы задавать. Те, кто знает, могут отвечать. Так, можем выйти из help-центра. Также расписание курса покажешь. Да, ну это просто, скажем так, календарь, на котором вы можете примерно знать, что как двигается, да. И последнее, таски. То есть по каждой секции мы вам дадим задания, друзья, чтобы вам было немного интереснее, там определенные задания на каждую секцию, плюс если будут какие-то квизы, викторины, мы тоже дополнительно прогрузим. Что касается оценки, давайте оценку мы оставим на следующую неделю. Сейчас я вам просто хочу предложить, чтобы вы позанимались этим, определились с командой до субботы, уже как-то подтвердили это, что вот, я думаю, вам самим будет, скажем так, вы сами примите решение, в какой команде, с кем вы собираетесь этим заниматься. У нас, как правило, на практику заходят в районе 30 человек, да? Только сегодня, по-моему, 50 человек зашло. Мы не анонсировали этот челлендж, но тем лучше. Чем больше команд участвует, тем лучше. Желательно до 5 человек, 5-8 человек ориентируйтесь, друзья, не больше. Эта нагрузка, она для вас сильно ощущаться не будет. У вас будет такой последовательный план, вы потому что знаете, к чему стремитесь, что вы хотите охватить, что вы хотите изучить. И это долгосрочный марафон получится. Не так, что на каждой практике надо что-то придумывать, изощряться и так далее. Здесь уже более системный подход. Первое, вот здесь dissection challenge мы общее описание дали. Вот где HTML получается, там уже вторая, третья секция. Мы ее и предлагаем с нее и начать. А на следующей неделе перейти к CSS. Да? У нас, в принципе, все, друзья. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Тут про язык тоже спрашивали. Я загружаю его в YouTube, а в YouTube вы можете его эти субтитры подключить. Я сейчас покажу. Там очень легко. Так, тут... Ну, есть субтитры, друзья, есть также транскрипт, и вообще полезнее будет, наверное. В целом вы там поймете, там ничего сложного, когда она объясняет, это не так уж и сложно. Так. Так, вот. So no matter what you use as your browser, it... Ну как? Так вот. Так, я уже могу, да, остановить демонстрацию? Да, можете остановить, если можно, вот этим Notion поделитесь, чтобы они сейчас поизучали, посмотрели. Хорошо, сейчас минутку. Так, я пока в чате посмотрю, какие вопросы есть. Ну, по поводу английского, друзья, рано или поздно кто-то из вас захочет сделать апгрейд, работать с иностранными, допустим, заказчиками, да? Почему бы сейчас не начать уже привыкать к английскому, к каким-то терминам, допустим, и так далее. В конце концов, есть Google переводчик, который может на любой язык перевести, хоть на узбекский, хоть на кыргызский, на какой хотите, да? Это не что-то вне курса, это то, что может дополнить, как я сказал, увеличить вашу стоимость в разы. Просто, может быть, среди вас сидят те, которые в курсе, допустим, об этих фреймворках или уже планировали в будущем их изучить. Они уже есть. Основную часть, не менее 25 секций, мы с вами можем в рамках оставшихся 5 месяцев пройти, я так думаю. Остальные уже к тому моменту вы уже наверняка уже научитесь, и остальное можете сами дойти до финиша. Когда командами люди, мы говорим, когда надо командами обучаться, не все представляют, как это выглядит, чтобы команда двигалась, и это было максимально похоже на разработку. У вас должны быть конкретные проекты, понимаете, только тогда люди начинают шевелиться. Здесь это очень такой long-term, довольно длинный проект на длинной дистанции. И, в принципе, многие вещи с вами у вас
по основной программе, по этой, если говорить основной, то, что Мирлан Агай делает, и то, что сейчас, это параллельная программа, они во многом синхронизированы. В какой-то момент вы, наверное, где-то ближе к середине пойдете на опережение, да, то есть будете уже обгонять программу Мирлана Агая. Мы уже посмотрели, в принципе, там ничего такого сложного. Многие ее вещи, то есть пересмотреть и сделать, это обычно пару дней занимает. А на команду будет сами делить или мы сами? Ну, я думаю, вам лучше самим поделиться, друзья. То есть, смотрите, когда вы пойдете куда-то на работу, вы будете как бы внедряться в новые команды. Вам придется там со всеми знакомиться, да, ходить в контакты, налаживать связи и так далее, так далее. То есть эти вещи для вас неизбежны, да. Мы-то можем поделить там просто на автомате. Кому-то что-то не понравится, кто-то скажет, ой, я бы хотел другую команду, что-то здесь пассивно, там, или здесь никто английский не знает, я не настолько амбициозный. Поэтому в этом плане посмотрите сами, кому как удобно, да? Если у вас с одной командой не получается, я не думаю, что у вас будет проблема ее поменять, то есть пойти в другую команду. Мы как раз эту неделю хотим вам это предоставить, друзья. Мы сейчас общий доступ дадим всем. Вы там посмотрите уже в Дискорде, спешитесь там, познакомьтесь поглубже там с друг другом. Чем меньше народу в команде, тем эффективнее будет коммуникация идти. Если у вас даже 8 человек, вы пока друг друга послушаете, пока о чем-то договоритесь, это очень много времени может занять. И участие здесь как бы не обязательное, но смотрите сами. То есть я сейчас ничего рекламировать не хочу, но чем больше вы будете погружаться в курс, чем больше будете исследовать рынок труда, тем больше у вас появится уверенности в том, что вы на правильном пути, да. Это лишним точно не будет. Да, конечно, это же большой плюс, тем более на английском еще и бесплатно. Да, еще и бесплатно. Поверьте, этот стек, знаете, у нас, смотрите, я вам еще вкратце хочу сказать, чтобы вам легче было понимать. Вы можете прогуглить такие вещи, как MERN, разработчик, и MEN, да, то есть они, MERN, это вот Mongo, Express, там, еще там что-то там, и MEN, да, это те же стеки, которые вы сейчас в этом курсе можете пройти. Они в 2021 году очень-очень прям актуальные, да. То, что вы сейчас, допустим, до конца года их изучите, вы потом как бы несколько лет этим будете пользоваться, да. Причем будете очень на хорошем счету, допустим, находиться. То есть, когда будете даже резюме подавать, и все эти вещи у вас будут фиксироваться в GitHub, там, в Notion, ваши командные выступления, именно ваши софт-скиллы там будут проявляться. По сути, вы везде оставите свой цифровой след, потом которым будет очень легко поделиться с любым работодателем. Естественно, они могут по достоинству оценить, что вы, во-первых, на английском проходили, то, что вы самые актуальные стеки проходили, то, что вы не только фронт-энд, еще и бэк-энд понимаете, плюс умеете работать командно, там можете свои лидерские качества проявлять. И это все будет делаться по скраму, там, по agile, по канбану, допустим. Все самое актуальное, да? Еще какие-то вопросы, друзья, пожалуйста, лучше их сейчас задайте, хорошенько подумайте. Если вы будете это делать самостоятельно, большинство это практически не сделает. И причем, если даже будете делать, это будет делаться очень медленно. Командное обучение обычно ускоряет процесс в несколько раз. Да? Несколько раз, когда вы там несколько человек обсуждаете одну секцию, вы просто намного быстрее это делаете. Поэтому мы вам это предлагаем делать именно в командах. А так самостоятельно никто вам не мешает пойти там за 1000 с чем-то сомов купить этот курс и проходить самостоятельно. Смотрите сами. Агай, можно еще один вопрос? Можете нам подсказать, как лучше будет нам команду собрать? Обычно как это начинается? Да, вы просто в чате пишете, я такой-то, такой-то. Ну, там, я такая-то, такая-то. Давайте попробуем вместе сделать. И там уже кто отзовется. Мы же никого не можем заставить и заранее не знаем потенциал. Мы просто... Мы бы вам не предлагали, друзья, но мы просто видим, что именно эта группа отличается от первой группы
тем, что в первой группе, наверное, большинство пришло на хайпе, там насмотрелись рекламы разные, пришли и как бы со временем поняли, что там какие-то моменты или, может быть, это не их там тема. То есть я у всех расспрашивал, из тех, кто как бы выскочил из курса, там все отдавали положительные отзывы, но у них была нехватка времени. Да? Вот. Почему мы вам предлагаем, мы смотрим, что вы на практику там стабильно проходите, многие вещи с опережением делаете, в принципе, очень самостоятельно, очень шустрые. Из-за этого мы и думаем, что вы, наверное, хотите прям полноценно погрузиться в эту сферу. Поэтому это и предлагаем сейчас как дополнение. Да? Насчет команд, друзья, здесь это обычная стандартная практика. Вам надо просто пообщаться с друг другом. У нас, может быть, мало было времени, чтобы вас познакомить с друг другом. Но мы, когда вас на залы делили, например, если это было 8 залов, там, мы всегда видели, что 6 залов, они довольно быстро общий язык находили. Может быть, парочка залов, они не всегда общий язык находили. Но мы сейчас не хотим, чтобы из-за нас или из-за нашего распределения вы в такую ситуацию попали. Поэтому вам лучше просто пообщаться, познакомиться. Вот прямо сейчас вместо практики мы вот это и можем сделать. То есть разделить на несколько залов. Вы можете по залам погулять, там, по регламенту, по 5 минут пообщаться, там, узнать мнение, там, перейти в другой зал. Как-то уже хотя бы, по крайней мере, познакомиться с друг другом и уточнить, кто хочет в этом участвовать. Как я сказал, участие не обязательно, но желательно. Хорошо. Насчет английского не переживайте, друзья. Это, наверное, самый легкий язык, который есть смысл изучать, да, в будущем. Если вы только русский или кыргызский знаете, вы сами должны понимать, что только на этих территориях вы можете работать. Если знаете английский, для вас весь мир открыт. Да? Спасибо большое. Тогда давайте, друзья, не будем ваше время занимать о руке. Знаете, друзья, я не знаю, мы в Дискорде еще с вами каналы как бы не тестировали, но здесь мы можем поставить регламент, допустим, сколько здесь, человек 50 сидят. Давайте мы вас перезнакомим, по 5 человек можешь зал открыть? Запись остановить, да? Запись, да, можешь остановить. Открой, пожалуйста.